Ay de onu özüm de akşuda. Şan adı seri izde. Gel var doğru dadal diye dadalım diye bilsin. Hadi bilsin sürekli diyor açısı var dadalım diye. В семье Нальгиевых налоги платят исправно. Вот только за последние пару месяцев долг не оплачен, о чем и напоминает хозяйке сотрудники РЭС. Хадишат Нальгиева признается, просто забыли оплатить. Долг за электроэнергию она оплачивает тут же на месте. 3000 рублей оплаты, квитанция, а там 3000 оплаты, задолженность стоят. И Рыжева тоже не платит за свет уже больше 3 месяцев. Долг за это время накопился чуть больше 2000 рублей. Тамара Ерыжева отмечает, старается платить, как только получает пенсию. В сельском поселении Сурхаки около 2000 абонентов. Вот только за первое полугодие 2017 года оплата за свет составила лишь 53%. Сотрудники РЭС по поручению главы каждый день по селам и городам проводят сбор по просроченной задолженности. При ежемесячном снятии показаний со своего счетчика абоненты могут тут же провести оплату через терминал либо в местном почтовом отделении. Если, опять же, население не оплачивает вовремя задолженность за электроэнергию, мы не можем качественно проводить ремонт ЛЭХ ПТП, проводить подготовку к КЗП. Поэтому еще раз просьба к населению оплачивать вовремя задолженность. Это небольшая сумма, хотя бы ежемесячно. Если потребитель, каждый абонент будет оплачивать по 500 рублей, то у нас такой задолженности не будет. Такие рейды в республике планируют продолжить до тех пор, пока ситуация с платежами не стабилизируется. Жителей предупреждают, просто закрыть дверь перед работниками коммунальных служб не выход, если завтра останетесь без света. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24.